што іх ледзьве не ўвесь беларускі народ падтрымлівае, дзейнічаюць як дробныя паскуднікі. У Стоўбцах мясцовыя ўлады сарвалі перадвыбарчую сустрэчу жыхароў з давернай асобай кандыдаткі на прэзідэнцтва Святланы Ціханаўскай. На ўваходзе на стадыён юнацтва, дзе меўся адбыцца мітынг, панаганялі будаўнічай тэхнікі. І пад асабістым кіраўніцтвам мясцовага галоўнага ідэолага раёну Дмітрія Слесарчыка выкапалі вялізную яму ды налілі ў яе вады. Праз іншы ўваход на стадыён людзей пускаць адмовіліся. У выніку спаслаліся на аварыйную ситуацию и не дазволілі правядзенне мітынгу. Добрый день, друзья. Мы сейчас находимся на стадионе «Юность» в Столбцах. Через пару часов на стадионе должен пройти митинг в поддержку Светланы Тихановской. Или пикет, не знаю, как мероприятие называется, заявлено каким образом. Вот буквально недавно тут у нас приехали строители, раскопали какую-то трубу, кинули в грязь. Но труба, видно, что с магазина, чистенькая. Она даже в земле не лежала. Вот там пару есть вымазанных мест. Вода. Начальник идеологии трубы чинит. Круто. Начальник идеологии, да, действительно здесь. Вода убывает. Андрей. Да, воды, кстати, было больше. Здесь видно по дну, что ее было почти по самый верх ямы. Зовите начальство, мы починили все. Пока здесь стоим, вода просто убывает. Они с бочки подливали, пока нас не было. Подливали. Так а что, расскажите, что произошло? Что здесь произошло? Я хочу как-то Забрать? Так забирайте. Не, надо закопать и забирать. Через 2 часа надо мероприятие проводить. Это ваш трактор, да? Ну, что вы уходите? Так а кто дал указание выкопать эту яму? Понимаете, я сам ее сегодня искал, говорят, уехал. Потом говорят, сюда приехал на стадион. То есть кто-то неизвестный заставил водителя трактора приехать сюда и копаться? Я думаю, неизвестно не мог. Наверное, кто-то... Ну, вам же неизвестно. Диспетчерская надо, а что? Ну, вот выкопали яму, налили воды, вода сейчас убывает. Нам просто мешают провести здесь законный митинг поддержки Тихановской. Я так это вижу. Так, а слушайте, а у вас же рабочий день в коммунхозе, а почему в тракторе нет никого? И машина тоже коммунхозовская нет. Вот я полчаса хожу, да, ни одного человека нет, кто бы работал. Почему не устраняют? Вот скажите, пожалуйста. Не могу притом. Хорошо, пускай будет эта авария. Давайте согласимся с этим. А где устранение аварии? Почему? Где рабочие? Или на совещание уже ушли? Ну, может, вы знаете, нет, никакой информации нет. Друзья, я думаю, это нам просто мешают. Власть до такой степени испугалась, что они даже не хотят, чтобы здесь проходил митинг доверенных лиц. Не самой Светланы, а просто доверенных лиц сюда не пускают. Здесь видно, что ничего не было, кроме вот этой вот налитой воды с этой бочки. Нигде не видно никакого прорыва, ничего. Все сухо, вообще вокруг сухо. Был бы здесь прорыв, прошу заметить, сухой песочек лежит. Вот выкопали, только сверху налили воды. Землю сухую доставали. Происходит просто вот кошмар. Нету даже мокрых глыб. Будем сейчас следить за ситуацией. Мы отсюда не будем отходить до самого конца рабочего дня. Посмотрим, что они сделают и скажут. Ну а вода, вот видно, как вода стояла. Ну, минут 20-30 назад воды было на 30 сантиметров больше. Вот она сейчас потихоньку уходит. Вот с бочки ее подливали сюда. Все, хорошо, мы пока закругляемся. Сейчас будем следить за ситуацией и выкладывать дополнительное видео. Но у меня есть своя версия, так само. Магчыма, гэта галоўны ідэолог раёну, іншыя чыноўнікі трэніруюцца вось у пошуку новай працы для сябе пасля змены ўлады магчымай. Толькі што, праўда, з такой эфектыўнасцю наўрад ці яны кудысьці ў нейкую будаўнічую брыгаду уладкуюцца. Тым часам гаспадарства ўжо зараз у нас ёсць відэасувязь з штабам Святланы Тихановской, а дакладней з прэс-службай. Ганна Красуліна з намі на відэасувязі. Вітаю вас. Дзень добрый. Спадарня Ганна, ну глядзіце, вось у Стоўбцах сарвалі мітынг. Учора таксама вы паведамлялі пра тое, што ў Бярозе не атрымалася, таму што магчымыя былі правакацыі, таму не паехалі туды. Таксама вядома, што па дарозе ў Берасці, там пасля мітынгу у Баранавічах выявілася, што парэзана адно з кола на адной з машын вось каманды Святланы Тихановской. Як вы усе гэтыя інцыдэнты тлумачыце? Ці ёсць нейкае тлумачэнне ўсім гэтым інцыдэнтам і сувязь паміж імі ў штабе Святланы Тихановской? Альбо гэта такія супадзенні? Ну, ничего случайного не бывает. Конечно, однозначно это связанные события.
Мы понимаем, что власть реально очень растеряна, она не знает, что делать в этой ситуации. Дело в том, что Александр Григорьевич так старался, так убирал себе сильных противников, что остался в итоге против 3 представительниц, как он думал, слабого пола. Но что самое интересное, во-первых, каждая из них — это сильная личность и персона, а во-вторых, вот как раз против них-то он теперь не знает, что делать. То есть он своими руками просто подготовил себе противника. Ну, я считаю, что это совершенно справедливо ему ответила, скажем так, судьба. Вот. Мы относимся к этому очень спокойно. В какой-то, не скажу, как бы, что нас это развлекает, да, но, в общем, мы понимаем, что власть боится, власть растеряна, не знает, что с нами делать, что делать со Светланой Тихановской. При том, что, понимаете, тут хитрость-то в том, что это же ведь не вопрос в персоне Светланы Тихановской, а вопрос в том, что народ устал так жить, и народ хочет перемен. И Светлана — это символ и надежда всех людей на то, что эти перемены смогут состояться. Вот и все. И понимаете, как не остановишь мать, которая защищает своего ребенка, так невозможно остановить народ, который борется за свое будущее и за будущее своих детей. Ці можна спыніць чыноўнікаў? Ведаю, таксама хацелі вы зладзіць сустрэчу ў Пінску, аднак там нешта не дамовіліся з мясцовымі ўладамі. Там-то чаму не дамовіліся? Так. Што адбылося? А там хитро. Значит, смотрите, раньше вся Беларусь в период агитации была зелененького цвета, то есть можно было агитировать везде, кроме некоторых красных точек на карте, где было запрещено. То есть это где-то около администрации, предположим, там местной, да, около входов в метро. Сейчас в эту президентскую кампанию полностью изменилась эта картина. Сейчас запрещено, сейчас карта превратилась в красную. Запрещено везде, кроме 5-6 мест в городе. Причем даже на Минск, по-моему, 5-6 в районе, по-моему, вот так. И это означает, что агитировать совершенно невозможно. Получается, что каждый кандидат подал на все эти места заявки, уведомления, что там будут проходить его мероприятия. И когда у вас всего 6 в городе, то это означает, что как бы кто занял, тот теперь и проводит. А остальные остались без возможности агитации. И, например, так было сделано в Гомельской области, когда представители Лукашенко как бы успели, ну вы сами понимаете, да, как бы успели, учитывая, что у него прямая связь. Вот они как бы успели подать все заявки. Именно поэтому мы там проводили, нам оставили 1 час вечером, до 10 вечера, с 9 до 10 вечера проходил митинг. Потому что в другое время как будто бы там все время Александр Григорьевич. Ну, как выглядят его пикеты, вы можете посмотреть. Есть очень много фото в интернете. Это мы цудоўна бачили. Сейчас... Я выбачаюсь, нават стрымы бачылі. На жаль, у нас час вельмі абмежаваны. Магчыма, гэта апошняе пытанне, але якраз у тую тэму, якую вы закранулі. Адна з зялёных кропак, якая засталася на гэтай чырвонай мапе Беларусі, гэта плошча Дружбы народаў, вядомая як плошча Бангалор у Менску, але ведаем, што якраз 6 числа, 6 жніўня, на гэты час, калі у вас там быў запланаваны велізарны мітынг, там ужо зараз запланаваны нейкія святкаванні па дню там чыгуначных войскаў. Што з гэтым? Што будете рабіць? Ничего не меняется. Как и написано в нашем анонсе, 6 августа в 17 часов состоится митинг в поддержку Светланы Тихановской. Приходите, поддержим нашего кандидата, потому что реально, ребята, это время перемен. Переломный момент в истории нашей страны наступил. Зразумела. Тады дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Было яшчэ шмат пытанняў, на жаль, час выйшаў, але яшчэ будзем звязвацца. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, магчыма, заўтра атрымаецца таксама з вами паразмаўляць. Адгукайцеся, калі ласка. Ну а я пакуль што нагадваю, Ганна Красуліна з прэс-службы Светланы Тихановскай была спадарства з намі, а Белсат будзе працягваць сачыць за гэтымі акцыямі, сустрэчамі, у тым ліку і заўтра сачыце за нашай праграмай.
Все можна знайсці у тым ліку на belsat.eu, альбо, як зараз модна у сацыяльных сетках, Белсат прысутнічае абсалютна паўсюль. Зрэшты, як і кандыдаты. Чым